Санкт-Петербург – город притяжения культурных, спортивных и политически значимых мероприятий. Петербургский международный экономический форум – одно из особо важных событий. На Питерском форуме временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров – руководитель официальной делегации от нашей республики. Мы на Питерском международном экономическом форуме. Да. Какие у вас ожидания? Вообще, в целом волнительно, потому что это самый большой, самый серьезный экономический форум. Одна из главных задач нашей республики – это экономика, это инвестиции. Поэтому у нас здесь запланировано довольно большое количество встреч, переговоров, подписания соглашений. Я очень надеюсь, что они все будут удачными, и в конечном счете это будет работать на благосостояние нашей республики. Да, день будет у нас сложным. У нас у Республики Башкортостан, как и у других регионов, у других городов, свой стенд. Да. Мы сейчас идем к нему. Да, и там будем работать. Добрый день. Хорошего дня. Мы у стенда Республики Башкортостан. Чем он знаменателен? Разумеется, точно никто не ошибется, что это Башкортостан. Значит, наши узоры, наша, соответственно, качалка нефтяная, поэтому вот так работаем. То, чем мы гордимся, то, чем мы особенно. Да, то, чем мы особенно. Но здесь есть мотивы и сот, мед. И мед есть. Тут можно найти все про нашу республику. Спасибо. Разные цветы имеют в виду. Да, спасибо. Угостите медом? Да, конечно. Здравствуйте. Пожалуйста. Рафович, позвольте один вопрос. Мы идем к стенду Республики Татарстан, и это первый наш объект сегодня. Первый объект, мы подписываем соглашение. Ближайшие наши соседи. Да, наши братья. Вот мы с такой нашей обоюдной легкой руки начинаем работу. Удачи. Спасибо. Рад вас видеть, хочу поприветствовать и, конечно же, хочу поблагодарить, что идет большой обмен культурных, общественных программ. Наш представитель работает. Мне сказали, что ваш представитель должен появиться у нас тоже. И я думаю, что все эти решения они будут только способствовать усилению. Ну и если посмотреть, мы нефтеперерабатывающие регионы и очень много компетенций вашей науки принимает участие в реализации наших больших проектов. Хотел бы поблагодарить. Очень хороший контакт. Я надеюсь, что и дальше будем вместе работать. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые коллеги, очень рад вас сегодня видеть. Мы соседи, мы две братские республики, очень близкие по структуре экономики, поэтому, конечно, мы можем взаимодействовать. У нас неплохой товарооборот, вы правильно говорите, и сальдо вроде в нашу такое позитивное развитие идет. Мы действительно по многому учимся у Татарстана. Татарстан довольно серьезно сделал рывок в плане современных навыков, методов работы по привлечению инвестиций. И я полагаю, что вот такой обмен, прежде всего, с какими-то наработками, практиками, на самом деле очень важен. В 2020 году мы большой делегацией в рамках вашего приглашения будем в Казани, в Татарстане, и проведем большие мероприятия. Бигзур Ахмад, если не возражаете, тогда подпишем. Там у нас садится. Да. Рафович, о чем вы подписали соглашение с Республикой Татарстан? Знаете, это большой такой документ. Дело в том, что у нас вообще в взаимоотношениях с Татарстаном целый ряд соглашений существует. А этот документ – это дорожная карта по исполнению, по реализации положений предыдущих соглашений. Их 3 на самом деле. Поэтому это с указанием конкретных сроков исполнения, с указанием конкретных исполнителей, с указанием бюджетного или иного вида финансирования. Поэтому это, знаете, та тропа, которая приведет к конкретным результатам. А что жителям и Татарстана, и Башкортостана дадут эти соглашения?
Эти соглашения направлены на взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики, сельского хозяйства. Это товарооборот, который у нас из года в год растет. И что очень важно, товарооборот складывается в нашу пользу. Мы больше поставляем. То есть есть возможность все-таки реализации той продукции, которую наши производят. Вот. Поэтому мы хотим сохранить эту тенденцию. Это нормально, хотим и увеличить товарооборот. А это же все деньги, приход денег. Понимаете? Ну что ж, дальше идем. Спасибо. Михаил Ильич, рада вас здесь приветствовать, делегацию Ростелекома. Вы для нас один из важнейших партнеров, и ключевая история, о которой мы сегодня хотели поговорить, это, конечно, реализация проекта «Умный город» и те наработки, которыми обладает Ростелеком. Более этого, значит, мы ожидаем совместной работы в части в целом в рамках национальных проектов, то, что вот по цифровизации экономики. Вы здесь действительно наш основной ключевой партнер, который значительно улучшит качество цифровизации нашей республики. Поэтому очень рады нашей сегодняшней встрече. Я полагаю, что и подписание документа будет способствовать тому, что вот уже мы будем говорить о конкретных предметных вещах для того, чтобы наша республика и Ростелеком эффективно сотрудничали. Спасибо большое. Мы продолжаем реализацию программы устранения цифрового неравенства, подключения небольших населенных пунктов. Обсуждаем сейчас с правительством модернизацию технических решений. Пока это только зоны Wi-Fi. Мы исходим из того, что сейчас уже нужно ставить станции мобильной связи для того, чтобы люди могли полностью использовать этот потенциал. С 1 июня мы сделали бесплатными звонки с таксофонов, которые тоже вот в отдаленных регионах нашей страны пользуются спросом. Люди много звонят и в службы экстренной помощи, вот, звонят в органы власти. И сейчас можно, в общем, позвонить в любую точку нашей страны. Мы рассчитываем, что очень активно люди будут этим пользоваться. Вот вы совершенно точно сказали, что у нас территория большая, у нас сложный рельеф, очень много населенных пунктов, прежде всего сельских. И вот я был в Бурзянском районе, вот, наверное, представляете, это один из наших лесистых районов, окруженный горами. Это и детишки развиваются в школах, и там столько интересного. Нет ощущения, что дети наши в селах вот какой-то испытывают дискомфорт и в плане качества услуг, предоставляемых вами. И в целом, спасибо большое за это от селян наших, от жителей дальних наших населенных пунктов. Работы у нас много. Мы подписали сейчас соглашение с Ростелекомом. Чем оно нам? Это реализация проекта «Умный город». Мы, соответственно, все инструменты, все элементы того, что мы называем «умный город», это регулирование жилищно-коммунальной инфраструктуры, это регулирование освещения, это видеонаблюдение. Вот мы подписали сейчас документ о развитии программы «Умный город». Это первое. Второе, в рамках национального проекта, в рамках цифровизации экономики, Ростелеком является нашим главным партнером, который улучшает качество цифровизации экономики и, соответственно, наших населенных пунктов, и, соответственно, улучшает качество интернета и связи. Вот два документа вот в этой части мы подписали. Не один документ, а на два момента. Камеры видеофиксации сейчас необходимость Это уже? немножко другое. Мы объявили конкурс, и они, как крупнейший игрок на этом рынке, тоже будут играть по камерам видеофиксации, потому что у нас договоренность такая, и мы открыли двери для всех крупных компаний, которые этим занимаются, для того, чтобы в первом полугодии 2020 года у нас камеры фото-видеофиксации на дорогах довести до практически до 1000 камер. Мы обложим все дороги. На особо опасных участках. Мы обложим все дороги, потому что люди бьются на разных участках. Поэтому вот у нас, к сожалению, еще культура вождения, она такая не очень высокая. Мы эту ситуацию поправим. Это отдельная история, связанная с тем, что, считайте, 500 людей каждый год мы теряем. Вот в этом году, кстати, за первый квартал мы количество погибших немножко уже сократили за счет комплекса мероприятий. Но ключевая история в этом – это камера фото-видеофиксации. Там у нас и разметка на дорогах, там и у нас и безопасные разметка отбойники. на дорогах. То количество разметки, которое мы планируем сделать вот сейчас за первые месяцы лета, это беспрецедентно. Во-первых, разметка будет пластиком наноситься, не та, которая моментально не стирается, краской. да. Поэтому мы обновляем все сейчас разметки. И люди очень просят это. Это комплекс мер? Это комплекс мер, да.
145 стран-участниц и 230 мероприятий в формате круглых столов, бизнес-завтраков, теледебатов, диалогов. Количество участников Петербургского международного экономического форума в 2019 году более 19 тысяч человек. Российские и иностранные эксперты подписывали соглашения, давали старт новым проектам и делились знаниями, опытом и лучшими практиками. Рафич, у вас здесь много знакомых, не пройти прям? Да. Чем важен еще форум, здесь собирается огромное количество людей, которые обладают полномочиями и ресурсами принимать решения для развития экономики. Вот нам вот это важно. Я, кстати, вот с Митволем Олегом Львовичем сейчас переговорили. Он сейчас занимается как раз по опасным отходам. У нас есть результаты производства, значит, остатки производства нефтехимического производства. И он как раз занимается тем, что осуществляет мониторинг данных площадок. И вот мы договорились, что он тоже к нам приедет, уже и посмотрит, какие-то нам дополнительные сделает рекомендации. Олег Львович, он такой известный человек, известный эколог, поэтому нам мнение, в том числе таких независимых людей, тоже интересно. Питерский форум – отличная площадка для обмена опытом. Лучшие практики в рамках реализации проектов по улучшению городской среды – важные темы. Вот эти годы, с 2015 года мы эту программу ведем. Более 300 объектов мы по всей республике реализовали. Самое главное, наработали опыт работы с общественностью, чтобы понять, что они хотят. Второе, подготовили архитектурный десант. На самом деле большая проблема специалистов, которые в этих вопросах разбираются. И самое главное, значит, это оказалось поддержкой для бизнеса. Выстроилась сеть вот таких малых предприятий, которые работают в этой сфере. Андрей Воробьев, губернатор Московской области, о новом направлении в области управления регионом – цифровой экономики. В этом году пойдет 1 миллион 800 тысяч детей в школу. Вот сегодня, к сожалению, записаться в школу на портале госуслуг end-to-end невозможно. Ты берешь, значит, документы и ногами идешь в школу. Если бы мы, Андрей Романович, имели доступ в федеральную базу регистрации, то это можно было бы делать, не выходя из дома. Мелочь. Но эта мелочь радикально меняет качество жизни и качество услуг для простого человека. Спасибо большое. У меня вопрос сейчас к Раде Фаритовичу Хабирову. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно я несколько общих слов скажу? Вот так, начало вашей дискуссии. Вот вы говорили про парус. Парус – это хорошо, но ветер иногда имеет свойство прорываться. Поэтому вот мы к нашему башкирскому паруснику приделали двигатель. И причем двигатель вечный, если говорить, это государство. Мы понимаем, что только государство может как раз и ветер надуть в паруса и создать благоприятную среду. В республике мы проанализировали. В предыдущие годы мы, к сожалению, имели определенный спад и в плане инвестиционной привлекательности, поэтому мы совместно с ОСИ вместе продумали, где наши проблемы. Знаете, мы посмотрели и объединили две вещи. Первое – прием граждан, прием предпринимателей, и второй проектный офис. Мы это соединили в одно место, и поэтому у нас в республике, мы это называем сейчас как святые четверги. В четверг проходит заседание инвестиционного совета, который я лично возглавляю, и к нам приходят инвесторы, и мы сразу предметно рассматриваем все вопросы возникающие. И в этот же четверг в каждом муниципалитете глава муниципалитета проводит час предпринимателя. Вторая история. Мы вводим единицу бизнес-шерифа, по сути. Это не уполномоченный по правам предприниматель, это самостоятельный зам главы, но который будет назначаться только с учетом позиции всех предпринимательских структур, которые работают в данном муниципалитете. И третья, более сложная задача, которую тоже нам, наверное, сегодня надо говорить, функционал или интерфейс надзирающих структур должен, в конце концов, стать дружелюбным. Если надзирающие структуры приходят и вполне, может быть, обоснованно имеют право закрыть это предприятие, а не лучше ли подумать над тем, чтобы сперва дать предприятию шанс исправить то, что у них есть, и только потом уже принимать решение о закрытии? Это то, что называется дружелюбный интерфейс. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. У меня вопрос, Светлане Витальевне. ОСИ сейчас перепозиционируется. ОСИ хочет извлечь энергию сообщества и формирует для этого новый инструментарий. Скажите, пожалуйста, как создать такой механизм обмена лучшими практиками? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги.
Вот более сложные социально-экономические вопросы не так легко и просто найти в открытом доступе в сети. Опять же, как обеспечить программу там «Умный город», либо сократить сроки получения разрешения на строительство. И нам, вот как раз Ради об этом сказал, нужен очень удобный интерфейс. Это должна быть открытая платформа, где будет удобно работать всем регионам, где действительно не будут лежать мертвым грузом какие-то там дорожные карты и документы. Это будет интерактивная платформа, где будет, может быть, выставлен рейтинг, да, там рубрикатор по тем или иным направлениям. Одним из ключевых KPI для губернаторов является и для министерств вовлечение людей в решение вот этих глобальных национальных задач. Я считаю, что такие глобальные задачи возможно решить только вместе и не изобретая уже велосипед, а достаточно быстро использовать и внедрять уже успешные решения, доказанные. Светлана Витальевна, спасибо большое. Как правило, на стенде Республики Башкортостан подписывается соглашение о сотрудничестве с регионами, финансово-кредитными организациями, предприятиями, фондами. Решаются вопросы о реализации на территории региона крупных инвестиционных проектов с ведущими российскими и зарубежными компаниями. Но бывают на стендах и такие гости. По 2 экземпляра. А это настоящая? Я в Башкирии побывала в горах. Смотри, зайди, можно зайти. Партнеры Питерского форума 2019 – 148 компаний, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. На отдельных площадках специальные мероприятия, региональный консультативный совет деловой двадцатки, сессия Валдайского клуба, конференция ШОС и конференция БРИКС, второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, мероприятия, посвященные триалогу диалогов, Петербургского, Сочинского и Триатонского, Международный молодежный экономический форум и многие другие. Подписали соглашение с акционерным обществом КАМАЗ. Важные? Да, не важно, но там были вопросы, которые мы обсудили, скажем так, вне СМИ. Я только могу сказать, это дальнейшее развитие нашего НЕФАЗа, выполнение НЕФАЗом контрактов на поставку автобусов. Это, понимаете, мы оказались в очень интересной ситуации. Она, с одной стороны, радует. Нам катастрофически нужны автобусы. Мы потому что хотим поменять парк автобусов Башавтотранса внутригородских. И очень много, вы знаете, жалоб. А контракт мы заключили, но уже полгода НЕФАЗ просто не успевает эти поставлять. С таким объемом? С таким объемом, да. Потому что и Москва подключилась, и другие регионы. С одной стороны, да, мы страдаем без автобусов, и у меня, честно говоря, был соблазн пойти и купить другие автобусы. Много предприятий в России предлагают. Я принял решение, мы будем покупать автобусы наши. Да, пусть жители Уфы немножко подождут, потерпят, но уже вот первые автобусы мы уже в середине, в конце июня мы уже выпустим на трассы. Поэтому вот обсудили вопрос обсудили вопросы все-таки тиражирования опыта, повышения производительности труда, качества труда на других наших крупных предприятиях. Производительность труда – это тоже, несомненно, важно, но жители в большинстве своем, конечно, интересуют все-таки автобусы, которых мы ждем. Ну, понимаете, мы уже заключили контракт, мы его оплатили. Мы ждем наши первые 100 автобусов. Весь объем автобусов поступит до конца сентября. Но первая партия, 20 автобусов, уже побежит на улицах вот к концу июня. Так что терпение. Будем ждать. Зато это наше родное предприятие, понимаете? Рада вновь вас видеть у нас в республике. У нас сегодня подписание соглашения, к которому мы сами долго шли. И мы очень рады и приветствуем то, что компания «Рилга» выбрала базовой точкой нашу республику. И что самое интересное, что вы не просто локализуетесь у нас, а значительно увеличите инвестиции в ваше производство. Насколько меня проинформировали, о чем мы с вами говорили, объем инвестиций составляет порядка 20 миллиардов рублей, что, естественно, скажется и на рабочих местах, на качестве выполнимых вами задач. Мы приветствуем ваше намерение далее развивать производство у нас и локализовать еще дополнительное производство, то, о чем мы с вами тоже говорили. Поэтому мы готовы с нашей стороны оказывать всяческое содействие. Мы очень рады. И я полагаю, что и для вас тоже это будет
комфортная, хорошая, взаимовыгодная работа. Я хочу вас поблагодарить. Спасибо, за присутствие. Мы очень видим потенциал в вашей республике. Уже как бы и наша тоже республика становится. И мы хотим вкладывать. И сегодняшний день вот из этих 20 миллиардов, которые мы планируем инвестировать, половина из этой суммы пойдет на развитие вагоно-ремонтного предприятия, которое даст еще 250 рабочих мест, которые мы планируем построить до конца этого года. Запустить даже через старт. И чем мы рады будем помочь, может развиваться наша республика. Спасибо. Спасибо вам большое. Соглашение подписано. Благодарю вас. Республика Башкортостан – активный участник Питерского форума. К примеру, в 2018 году по итогам этого мероприятия портфель инвестиционных соглашений республики составил 30 миллиардов рублей. Алексей Владимирович, рад вас приветствовать у нас на небольшой частице нашей республики. У нас сегодня подписание с Росстандартом соглашения. Нам тоже очень приятно, что мы один из регионов, с которыми одни из первых, поэтому у нас, если говорить о территориальном подразделении Росстандарт, всегда качественная, хорошая структура была, и мы всегда довольно эффективно работали, поэтому спасибо вам в этой части за поддержку. И мы настроены на то, чтобы, если что-то новое есть и интересное, мы как бы зажмуриваемся и бросаемся туда. Конечно, тоже важно, что региональная администрация нас поддерживает, чтобы мы подготовили правила, по которым можно было гарантировать качество продукции, которая выпускается по ГОСТу. Потому что сегодня мы имеем требования, но не имеем надлежащих процедур. Я был в Кугарчинском районе. Там один мед расфасовывает, пастеризует, его как-то там добавляет. Вот он 100 товары Башкирия. Башкирский меду надо ГОСТ такой жесткий. Да. И разрабатывать, утвердить. Но это уже федеральный стандарт. То есть вот что мы видим уже в Москве. То есть для меня показатель, если это на полках в Москве. Башкирский мед давно уже есть. Но теперь еще башкирский сыр появился. Да. Подпишем, да? Да, конечно. Спасибо большое за поддержку. И здесь у нас есть замечательные экспериментальные наработки, которые я предлагаю к рассмотрению. Кроме, кстати, 19 залов в Калининградской области, у нас есть Республика Башкортостан. Они не адаптируют залы, а уже закладывают в проектируемых школах специальные, так скажем, специализированные вместилища именно для залов борьбы. Учитывая, что у них там еще есть национальные традиции куреж. Спасибо. Спасибо большое. Вот буквально из личного два слова. Вообще я считаю, что вот всю мою жизнь во многом определило то, что я занимался и довольно серьезно занимался в молодости спортом, в частности борьбой. Это помогает мне довольно сильно и сейчас. Я еще помню, когда студентом был юрфака, денег не хватало, и куда-нибудь на рынок придешь, и ребята с Кавказа продавали орешки всякие, а денег немного. Но я покупал что-нибудь, они смотрели на мои уши и говорили: борец? Я говорю: да, на тебе еще там 50 грамм, сверху накидывали орешков и сухофруктов, поэтому видите, как это и по жизни выгодно. Да, уши только болят немножко, но ничего. Наверное, самое лучшее, что мы можем дать нашим детям, это спорт. Мы заключили соглашение Федерации спортивной борьбы и вместе с Александром Александровичем вместе проводим. У нас уже более чем в 10 школах уже появились тренера, мы закупили, соответственно, спортивный инвентарь. Ведь борьба чем еще хороша, там много, ничего-то особо и не надо. У нас Республика Башкортостан огромная. И ситуация такая, что у нас в некоторых сельских районах даже до сих пор нету муниципальных бассейнов. Там ключевая история, над которой мы сейчас работаем и формируем программу к определенному моменту. У нас не будет ни одного муниципалитета, где не будет хотя бы одного муниципального бассейна. А потом будем обучать плавать. За счет этого мы спасем жизни десяткам, сотням детей. Это и справедливо, и парням станет сложнее. Вот наш вопрос. Внимание, внимание.
Спасибо. Ради Фаридович, о чем говорили с Александром Карелиным? Мы не расслышали. У вас там такой был секретный разговор. Смотрите, я сейчас открою один секрет, который мы до этого скрывали. Это такая, наверное, борцовская история. Вы знаете, что у нас в республике для развития борьбы очень много сделал человек, которого, к сожалению, нет с нами. Он рано ушел. Это Борман Владимир Алексеевич, заслуженный тренер Союза СССР, который оставил после себя и плеяду тренеров, и плеяду очень известных борцов, который является таким несокрушимым авторитетом для борцовской среды России. И вы знаете, что мы строим сейчас, уже проектируем и осенью завершаем проектирование Дворца борьбы. В Уфе. Это будет в Уфе. Это очень хороший, очень рабочий, многофункциональный дворец борьбы. И ряд борцов, тренеров вышли с предложением назвать его именем Владимира Алексеевича Бормана. Вот такая у нас история. Поэтому мы договорились о том, что у нас турнир Бормана будет проводиться 22 августа. И я пригласил Сан Саныча, чтобы он приехал на открытие этого турнира. А потом мы всю молодежь, борцовскую общественность соберем в точке, где будет это, и заложим камень. Когда мы ждем прославленного спортсмена? 22 августа. Ну, он приедет, кстати, раньше. Мы проговорили в том числе, если у него там календарные планы не сбиваются, то он очень сам попросил и очень хочет принять участие в наших детских играх спортивных, которые 9 июля откроются. Поэтому, я думаю, на лето такое тоже будет вполне насыщенное. Республика Башкортостан – особенный регион. Здесь 21 город, 54 района и при этом 4538 населенных пунктов. Сеть почтовых учреждений в регионе – одна из самых больших в России. Их более 1200. При этом нужен удобный логистический центр. Если вы разворачиваете, например, ФАПы, и где-то можно их совместить с инфраструктурой почты, то, может быть, это было бы дешевле с точки зрения вообще разворачивания этой инфраструктуры. У нас довольно неплохая там обеспеченность оптоволокном, есть все каналы. Опять же, почтальоны сейчас оборудованы такими мобильными терминалами, где можно любой опросный лист с точки зрения там, здоровья и социальный опрос загрузить, и это тоже вариант. Соглашение подписано. Уважаемые участники, подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и обществом с ограниченной ответственностью Solar Systems по строительству солнечной электростанции, генерирующей мощностью 25 мегаватт в Республике Башкортостан. Подписали соглашение о солнечных батареях. С одной стороны, солнечная Башкирия, с другой стороны, немножко неожиданно. Нет, это как раз и ожиданно, потому что, скажем так, девелоперы солнечной энергетики, они приходят в те регионы, где есть солнце. Уже они точно не бывают в тех регионах, где солнца нет. У нас, более того, у нас уже появляется хорошая конкуренция. Мы сегодня подписали вообще 2 соглашения с солнечными компаниями. Да? А вот если взять компанию Хевелка, они уже завершают проект станции. Осенью выходят, и мы очень надеемся, что вот если их бизнес-план будет выдержан, то в 2020 году, скажем так, к лету, они уже дадут первую энергетику солнечную в Бурзянском районе, что очень важно для Бурзяна. Вот, другая компания, они уже находятся в стадии тоже проектирования такого в Столибашевском районе. У них более серьезное намерение, у них объем инвестиций 3,5 миллиарда. Хотя Хевел нам говорит, что в этом вот сейчас мы на миллиард договорились, но у них впереди в перспективе еще на несколько миллиардов. У нас есть вот Столибашево, и сейчас мы как раз проговорили, что все-таки Зауралье у нас в энергомощностях очень нуждается. И Семеновский рудник, и так далее. Поэтому ведь они же появляются там, где есть солнце и где есть потребление. А у нас есть и то, и другое. А вот в Бурзяне, в Стерлибашево и вот за Уралом, кто потребитель будет этой энергии? Для Бурзяна, вот если взять, система энергетики Бурзяна очень уязвимая. У них нету параллельных мощностей, у них нету параллельных сетей, поэтому через Бурзянскую станцию мы решаем проблему бесперебойного обеспечения энергетики для жителей, в целом для района. Это вообще жизнеобеспечение, конечно. А если говорить о Стерлибашевском районе, это тоже, в принципе, дополнительная энергетика, потому что все равно, знаете, и малый бизнес развивается, и предприятия становятся намного, и фермы появляются, которые потребители, и дома строятся, и люди начинают больше потреблять энергетику, поэтому потребление у нас есть. А вот в промышленных масштабах потребления это, например, Хайбулинский район и Баймакский район. Это уже другие истории.
Башкортостан стал вторым регионом России, который принял участие в программе Фонда развития моногородов по предоставлению беспроцентных займов. Так, общество с ограниченной ответственностью «Элеватор», расположенное в территории опережающего социально-экономического развития Кумертау, получит займ в размере 250 миллионов рублей для технического перевооружения элеваторного комплекса. Кроме этого, в рамках реализации приоритетных национальных проектов подписаны соглашения со Сбербанком и Уралсибом. Есть и другие нужные и интересные проекты. Мы сегодня выходим на юридическое фиксирование наших договоренностей на совместном документе, и для нас очень важно присутствие вообще в регионах страны, ну, чуть более в таком ярком, промышленно ориентированном, насыщенном человеческим ресурсом регионе, как Башкортостан. Отдельная, но такая же важная часть питерского форума – интервью. Ради Хабиров, несмотря на плотный график, успел пообщаться с представителями нескольких региональных и федеральных средств массовой информации. Мы планируем войти в пятерку, не в десятку. Это такая более сложная и более амбициозная задача. Она потребует определенных усилий, безусловно, и это не произойдет одномоментно, но просто нужно ставить более высокие цели. Рейтинг нас порадовал все-таки на 7 позиций, да, Башкортостан поднялся. Самое главное, что динамика позитивная. То есть нам важно было это рейтинг понять, правильно ли мы все делаем. Вот то, что мы подросли в этом рейтинге, национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, это говорит о том, что наши поступки правильные. Результат достойный. На питерском форуме подписали 745 соглашений на общую сумму 3 триллиарда 271 миллиард рублей. Из них 81 миллиард пришлись на Башкортостан. По итогам реализации проекта в регионе должны появиться новые предприятия, оказываться дополнительные услуги и, самое главное, создадутся почти 3000 новых рабочих мест. Это рекордный показатель за весь период участия Башкортостана в Питерском международном экономическом форуме.